экспедиции за всю путешественница, исследовательница, и вот она посвятила свою работу, труд такой, своя у нее некоммерческая организация, которая поддерживает и популяризует работу всех женщин-исследовательниц и путешественниц, независимо от того, Арктики там или, не знаю, полярных или тропических широт. Кто-то спрашивал про барышню в купальнике. Ирина Михайловна сказала, что это не она, другая Ирина. Но вот на этой книжке, это единственная книжка, которую выпустила Метелица, правильно, да? Она вышла относительно недавно, в 2010 году. В 2011, да? Одна из авторов, это как раз мама Ирины Михайловны, бессменный капитан команды Валентина Кузнецова. В нашей библиотеке теперь эта книга есть. И даже, я по секрету скажу, 2 книжки еще есть, которые можно приобрести в фойе. Вот здесь как раз Ирина Михайловна Кузнецова. Получилось. Друзья, мы ограничены немножко по времени, если есть вопросы, давайте... Скажите, а художественный фильм будет про вас? Да, давайте в микрофон, пожалуйста. Художественный фильм будет про вас? Вы знаете, Сейчас мы все скинемся и будет. Нет, я хочу послушать. да, вы знаете, ну, Таня шутит, но на самом деле в каждой шутке, доля шутки, остальное правда. Я тоже не шучу. Написан синопсис, то есть заготовка сценария. И даже и у нас были желающие получить эту замечательную роль, но не было желающих профинансировать такой фильм. Но мы эту идею не оставляем, я надеюсь, что у нас однажды это получится, потому что история Валентины Михайловны покруче многих женских историй, и это очень-очень интересно. Она прошла войну, она вместе с семьей ее расстреливали, и много всего было в ее жизни, она очень яркий, очень интересный человек. Это, кстати, очень интересная книга. Вот в библиотеке, если у вас будет возможность, вы ее возьмите, там она достойна того. Это наши дневники, Дневниковые записи, да. это публикации всех ведущих изданий, там, которые как-то отслеживали в то время то, что происходило. Ну, была информация в прессе вот такая. Это тексты от Валентины Михайловны Кузнецовой, мамы моей, и от Ирины Баяновны Соловьевой, психолога, о котором Светлана сейчас рассказывала, вот космонавтки наши. Это знаете, помните, как в анекдоте про Брежнева, да? Вы мою «Малую землю» читали, читала интересно, можно мне почитать. Вот мы готовили ее, и, соответственно, я ее не читала, пока мы готовили. Потому что все время уходила на перекладывание бумаг, на сканирование документов, на подготовку, на то. И когда уже книга вышла, прошло какое-то время, я ее прочитала, и оказалось, что она интересна. Там есть целая глава, посвященная в детали научным исследованиям, ну, как бы не совсем детально, но в популярной форме, там очень четко и ясно. Очень у нас интересный, конкретный и короткий вопрос. Да. Девочки, там какая температура? Вы обтираетесь снегом? Минус 55. Это душ. Это у них душ. Нет, мужчины, которые там живут и работают в течение года, Они так и моются. они привыкают к этому. У них, конечно, есть баня, у них есть альтернативы и нет такой острой необходимости. У нас просто была необходимость. Если вы 64 дня ходовых там на маршруте, и чтобы не замерзнуть, вы идете в темпе, когда вам тепло, и вы потеете. Но 64 дня женщинам как бы потеть и при этом не принимать душ, ну, надо обтираться снегом. Скажите, пожалуйста, еще. Родина как-то отметила ваши заслуги в развитии спорта, испытания на прочность человеческого тела, как говорится? Были ли награды? Мы видели газетную публикацию, подписанную Горбачевым. Спасибо, любимая Метелица. Было ли что-то еще, кроме газетной публикации? Замечательных публикаций правительственных телеграмм много было, они есть. Вся Метелица отмечена знаком «Почетный полярник», и все. Нет, дело в том, что звание мастер спорта – это своеобразная история. Каждый мастер спорта в своем виде. Ирина Баяновна – мастер спорта парашютного спорта, Валентина Михайловна – мастер спорта по лыжным гонкам. Они уже мастерами вошли в команду, правильно? Да. Это как ни странно, даже я мастер спорта. Экспедиционная деятельность – это работа полярной испытательной такой команды на маршруте. Это не спорт. Да, мы до этого все были в профессиональном спорте. Есть еще интересные вопросы. Вот бегу. Студенты, видимо.
Очередь. В любой экспедиции бывает какой-то форс-мажор. Обморожение, провалился в полынью, медведи. У вас что-то было? И у меня главный вопрос, как вы избегали обморожения или вы его не избегали? Как вы спасались от этого? Это очень хороший и глубокий вопрос. Значит, по поводу полыньи. С полыньей бывало. И самые, кстати, такие решительные и матерые путешественницы, которые впервые шли с командой и хотели показать свою крутизну, вот они, Которые до этого ходили сами, а потом, придя в метель, сказали, сейчас мы вам покажем. вот они попадали в полынью. А те, кто как бы не были такими уж особенно матерыми, и не били себя пятками в грудь, и не пытались никому ничего специально показать, они не попадали в полынью. Они, наоборот, доставали из полыньи тех, кто попал, и дальше находили у себя в своем мешке личных вещах то, во что одеть вот этого самого ретивого участника нового, который не имел лишней булавочной головки веса, потому что был очень таким продуманным путешественником.